Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Ариф Акаба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике Абхазии, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. На прошлой неделе одним из самых заметных событий был саммит ОДКБ в Бишкеке и государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию. На пресс-подходе в Бишкеке Владимир Путин сделал много важных заявлений как по мирному плану и его трансформациям, так и на другие темы. Например, он заявил, что новая вариация мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может быть положена в основу договоренности, однако некоторые пункты необходимо обсуждать. Так, на следующей неделе американская делегация прибудет в Москву, сообщил Владимир Путин журналистам. Также он отметил, что проектов договора не было. Был список вопросов, которые предполагалось обсудить и сформулировать окончательно. В целом, перед моим визитом на Аляску обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов, и он нам по определенным каналам был передан, сказал Путин. После этого американская делегация провела переговоры с украинской, и они решили разделить эти пункты на 4 составляющие, продолжил президент. В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей, но некоторые вещи носят принципиальный характер, и мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает наши позиции. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык, потому что одно дело сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, отметил российский лидер. Он добавил, что одним из ключевых моментов в переговорах с США будет признание суверенитета России над Крымом и Донбассом. С российской стороны в переговорах участвуют помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков. Напомним, ранее Киев согласовал большинство пунктов из плана США по мирному урегулированию конфликта, однако сделке мешает отсутствие компромисса по 3 важным пунктам. Речь идет о судьбе Донбасса. Украина не дает согласия на передачу России оставшейся территории региона и демилитаризированной зоны. О численности ВСУ Киев не хочет сокращать армию до 600 тысяч человек и об отказе страны от вступления в НАТО. Изначально США представили Украине 28-пунктный план мирного урегулирования. Позже его переработали. Глава украинского государства Зеленский заявил, что документ якобы содержит 19 пунктов. Из него исключили пункт о передаче Донбасса, положение об амнистии за действия, совершенные в ходе конфликта, а также ограничения по будущей численности украинской армии. По информации президента США Дональда Трампа, план сократили до 22 пунктов. При этом с Россией мирный договор предметно не обсуждался. По словам Владимира Путина, подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно из-за того, что оно утратило легитимность. Власти Украины допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы, пояснил российский президент. На Западе существует 2 разных подхода к урегулированию конфликта на Украине. Понимающие текущую ситуацию на фронте призывают к скорейшим переговорам. Другие настаивают на продолжении боевых действий, считает президент России. Последние, добавил он, цитата, нападают на спецпосланника президента США Стива Уиткофа. Нужно все положить на дипломатический язык. Потому что одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, это для нас звучит смешно, правда? Никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично, или жулики какие-то, что-то они за это хотят получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Россия готовится к нападению на Европу, и нам нужно немедленно укреплять, значит, свой оборонный потенциал. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики, социальной сферы. Но трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь прямая. Но тем не менее, если
это раскручено там общественном сознании, если они напугали своих граждан, и те хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас в планах нет, никаких агрессивных нет планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно. Может быть, в этом и есть смысл, имея в виду, если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, и какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасности. Ну, наверное, да, мы и сами это когда-то предлагали. Если наши западные, назовем их опять, партнеры хотят этого теперь, ну, пожалуйста, мы готовы. Ну, мы же с вами понимаем, это надо сесть и серьезно обсуждать. Каждое слово имеет значение. Или, например, в одном из документов упоминается о том, что мы должны решить вопрос стратегической стабильности вместе с нашими американскими партнерами. Ну, ради бога, разве мы против? Мы же это самое и предлагали. Еще предлагали администрации Обамы по некоторым вопросам договариваться. Услышали «да-да», а потом совсем за месяц до ухода администрации Обамы из Белого дома, ну все застряло. Теперь у нас заканчивается другой договор на СНВ-3. В феврале заканчивается. Но не хотят ничего делать, не надо. Но из этих бумаг мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам. Ну, это же каждый из этих вопросов, это отдельное направление, очень серьезное. Мы, безусловно, готовы к этому серьезному обсуждению. И на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на этой неделе. Ну, я об этом узнал только тогда, когда самолет приземлился в Бишкеке. Но тем не менее, сказал, что мы готовы, пожалуйста, в любое время. Вопрос настолько важен для всех и для нас, что в любое время, дня и ночи, прилетим. Вот сегодня вечером вернемся, прямо в четверг можно, в пятницу, в субботу, в воскресенье, когда хотят. Вот. Но договорились о том, что мы определимся, и администрация президента США определится, кто и когда должен приехать. Вот последняя информация вчера была до меня доведена, что президент Трамп принял решение, что все-таки, как и договаривались ранее была такая договоренность, встреча предлагается американской стороной в Москве на следующей неделе, пожалуйста, мы всегда открыты. Ну а кто будет представлять США с американской стороны? Ну это же, конечно, должен определить президент Соединенных Штатов. Поэтому мы их ждем в первой половине следующей недели. Напомним еще раз, что в столице Киргизии проходил саммит ОДКБ, и эти важные заявления были сделаны именно там. Также довольно значимым моментом было отсутствие Армении на этом саммите, которое также прокомментировал глава Российской Федерации. Нам известна позиция Армении по ОДКБ. Она заключается в том, что, как нам говорят наши армянские коллеги, мы поддерживаем все решения, принимаемые ОДКБ, считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе воздерживаемся от участия в заседаниях организации, сказал Владимир Путин в беседе с журналистами после заседания ОДКБ. Он констатировал, что это выбор армянской стороны. По словам Путина, если армянская сторона считает возможным так работать, пока хорошо. Мы согласны, поскольку они члены организации, мы с ними в контакте находимся. Россия, как государство, которое возглавило работу ОДКБ, конечно, будем находиться в постоянном контакте и с ними, и, разумеется, решения по каждому из приоритетов мы будем и с ними прорабатывать и согласовывать, заключил российский лидер. Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Здравствуйте. Как вы знаете, сейчас самая обсуждаемая тема уже всю эту неделю, да и прошлую тоже была она, это мирный план по Украине. Существует очень много, скажем так, разных вариантов, да, то, что предложил Дональд Трамп, то, как пытались это изменить в Женеве. Сейчас как раз по пресс-подходу Владимира Путина в Бишкеке тоже он сделал заявление касаемо этого мирного
мирного плана. Как вам кажется вообще, какова тут и, что тоже очень важно, вот на следующей неделе американская делегация приезжает в Москву, это тоже понятно, что это главная тема. Как вам кажется вообще, каковы перспективы, что все-таки эта борьба, вот, скажем, вокруг того, чей сценарий будет мирного плана, выиграет, или вообще каковы перспективы этого мирного плана, скажем так? Мгм. Да, действительно, мирный план Трампа был предложен, также был предложен антиплан, как бы антипроект Евросоюза, да, в Женеве, который был составлен. Да, мы имеем вариант, который 28-пунктный, который Владимир Владимирович Путин его посчитал как то, что можно принять как вариант для обсуждений, приемлемые варианты, пункты там существуют. И действительно она может быть основой или, скажем так, фундаментом, потому что действительно среди 28 пунктов этого плана действительно существуют те требования с российской стороны и те варианты соглашения возможные, которые были выставлены еще в Стамбуле в 2022 году. И там они, конечно, не прошли на тот момент, что, кстати говоря, могло бы решить судьбу мира, Европы и всего остального мира, другим историческими событиями могло бы закончиться, и мы могли бы сейчас пребывать не в условиях таких ожесточенных столкновений и так далее. Ну, на самом деле, тот план, который представлен Трампом, есть моменты, которые действительно могут привести к заключению мира, и учитывает интересы, те экзистенциональные вопросы, которые для России касаются, и, можно так сказать, более близки к реальностям. Вот. Это признание Украины вне блоковой страны и с включением ее в Конституцию. Вы имеете в виду НАТО, да? Да, включение, кстати говоря, данное соглашение, данный план, эти пункты, как там принято, следующими пунктами она закрепляется, что эти пункты, они включаются, имплементируются в законодательство, национальное законодательство, как Украины, так и России. В частности, в Конституции должно быть закреплено, как это было до 2014 года в Конституции Украины, что Украина является нейтральным государством. И дальнейшие пункты, которые требуют тоже разрешения, они приемлемые, они отвечают реальностям, они они закрепляют достигнутые, скажем, исторические факты, они требуют того, чтобы были признаны. Это действительно вытекает из необходимых параметров безопасности России. То есть это признанные, скажем, самой России в ходе проведенных референдумов, да, 4, а 5 субъектов. Это я могу сказать, и так оно и есть, что 5 субъектов Украины, они признаны Россией на базе проведенных референдумов, начиная с Крыма и все 4 остальные субъекта. Естественно, этот план учитывает эти реалии. На что я могу сказать, противоположную точку придерживаются европейские лидеры, в частности Франция, Германия и Британия. Они являются основными субъектами, которые редактировали и вносили изменения, сокращали возможные те необходимые пункты. Одним словом, столкнулись 2 проекта. Можно сказать, один проект, который может стимулировать мир и приближать его, а второй проект, европейский проект, он нацелен на продолжение войны, фактически продолжение войны. То есть какие-то это антимирные, скажем, инициативы, да, в то же самое время преподносящие как выход из положения войны, тоже они преподносят европейские лидеры, естественно, считают, что это действительно привносит тот мир, который столь необходим. На самом деле это не так. То ли непонимание, тут есть, как это было сказано Владимиром Путиным, то ли непонимание вопроса, то ли специально
вот одно из двух, вот такую позицию придерживаются сегодня европейцы. На это есть, конечно, основания. Это надо сказать о том, что европейские страны, Евросоюз избалованы, можно сказать, тем военным присутствием, которое обеспечивает безопасность европейских стран. То есть это страны, это военный блок НАТО, который дает им возможность вести себя так. Ну, на что, можно сказать, будут изменения в будущем, потому что Соединенные Штаты вряд ли будут также активно присутствовать в европейских государствах своим военным ресурсами. Почему? Потому что мир сегодня изменился, глобальные центры влияния, они сместились в Азию, восточные регионы, и поэтому Соединенные Штаты будут сосредотачиваться в других регионах. И поэтому оставлять те ресурсы, которые присутствуют в Европе в виде натовских структур, военного потенциала, они дальше вряд ли там могут оставаться, потому что логика сегодняшних событий, полицентричный мир, он требует именно смещения акцентов и в военном смысле, да, и поэтому вот Соединенные Штаты, они вот их подход и видение вот украинских, значит, разрешения проблем Украины, они вызваны тем, что изменились геополитические, вот, скажем так, центры принятия решений. И поэтому сосредоточение огромных ресурсов военных для Соединенных Штатов не актуально в Европе. Вот. И вот как бы, значит, ситуация так может разворачиваться, что в дальнейшем европейские структуры, Европейский Союз должен осмыслить, реально подойти. И, может быть, выход заключается в том, чтобы, наоборот, искать пути примирения с Россией и осуществлять серьезные усилия осуществлять на том, чтобы без Соединенных Штатов решить проблему с соседом. А еще важный момент, о котором, мне кажется, тоже часто забывают, это легитимность самого украинского лидера Зеленского. Об этом, кстати, тоже говорил вот сейчас российский президент в Бишкеке, о том, что он нелегитимен, и это была ошибка уйти от выборов, да, не провести выборы. Вот тут этот мирный план, вот об этом, Да. это тоже ведь может стать камнем преткновения. Да, вы правильно заметили, что он нелегитимен. На самом деле в военных условиях значит, переходит власть, центральная власть принятия решений на уровне государственных документов, она переходит к парламенту. Вот. Ну, также, если, скажем, Зеленскому невыгодно останавливать войну, почему? Потому что должны быть выборы после этого. А в военное время как бы он сохраняется. Он так считает, что военные условия позволяют ему без выборов обойтись, и это продлевает его срок как бы, да, вот, нахождения в роли главы государства. На самом деле получается так, что в случае принятия документа, консенсус, если достигнется, то, естественно, юридическая сторона в данном вопросе, со стороны, если говорить Украины, то это парламент вот, участвует в этом. Об этом было сказано действительно, потому что в данном чисто юридическом порядке, если рассматривать, то документ будет не признанным. А если теперь говорить о другом вопросе, если, например, здесь с мирным планом Дональд Трамп выступает как миротворец, то совсем на другом конце света, в Карибском бассейне, и мы знаем ситуацию вокруг Венесуэлы, это не дело сегодняшнего дня, это уже какое-то время развивается, там наращивается военный потенциал, там как будто бы идет все как будто бы идет к конфликту, который пока непонятно, как будет развиваться, но очевидно, что это уже есть. Как вам кажется, все это искусственно нарощенная ситуация или это вот естественно так сложилось? Ну, здесь, надо сказать, это просчеты Соединенных Штатов. Надо сказать, с самого начала. Почему? Потому что Венесуэлу создали
Соединенные Штаты столь уязвимы для геополитического такого положения самих Соединенных Штатов. То есть тут надо сказать немножко об истории, потому что Венесуэла сегодня оказалась в состоянии экономического, социального кризиса в условиях длительных санкций со стороны Соединенных Штатов. Это систематическое ограничение Венесуэлы выхода на рынки, на торговые отношения, финансовые ограничения. То есть это, можно так сказать, в результате санкций всяческих со стороны Соединенных Штатов экономика Венесуэлы до 70% упала. Вот. Из-за чего это было сделано? Из-за того, чтобы превратить эту страну удобную для Соединенных Штатов, навести там режим, неолибералистский режим, при котором будут Соединенные Штаты иметь свободный доступ к тем ресурсам, которые есть в Венесуэле. И вообще Венесуэла свое видение, свою философию, свой миропорядок, он строится на других началах, на других системах ценностей. И это говорит в целом о том, что здесь это боливарианская республика, это эти страны, которые больше всего ориентированы не только на антиколониальном, но на идеях равенства. И вот идея нового социализма, там более характерная для восприятия, значит, и поэтому Соединенные Штаты, надеясь на то, что сломают этот режим, это настроение, эту ориентацию, они систематически, так сказать, ограничивали, сдерживали эту страну, доведя ее до серьезного кризиса. Естественно, вот ставшая проблема выживания, да, естественно, она требует того, чтобы обратились они к другим державам, другим, скажем, это Иран, это Россия, это Китай. Это принуждение, оно вынудило. Вот в этом есть естественное проявление со стороны Венесуэлы. Почему? Потому что страна оказалась в экзистенциональном условиях выживания, потому что и это позволяет обращаться, то есть тут вопрос не предпочтения, а вот закономерности выживания. То есть из давления со стороны страна оказывается в состоянии выживания, и она, естественно, находит вот тех, кто может обеспечить ее хоть какие-то параметры жизнеобеспечения государства. И здесь, конечно, сказались и интересы самой России. Естественно, когда возникает ситуация, скажем, расширения НАТО и приближения к границам России, этой военной структуры, ну, Россия, естественно, это законы вытекают из геополитики, из зеркального присутствия в тех регионах, чьи интересы, ну, скажем, пробиваются вблизи самой России. Поэтому, да, там сейчас размещены ракетные системы, достаточно серьезные страны России, что, в общем, не просто так эти структуры могут сдерживать, способны сдержать военно-морской 4-й флот Соединенных Штатов. Там есть ракеты «Циркон», сверхзвуковые ракеты, системы, которые, ну, в общем, ощутимы для того, чтобы ограничить влияние. Вот. Но это говорит о чем? О том, что Соединенные Штаты все еще пытаются пребывать в той роли, в которой она пребывала. Это гегемон, это для нее нет ограниченных каких-либо присутствий, влияний. Таких вот возможностей теперь все меньше и меньше становится. И вот я почему сказал вначале, что это просчеты Соединенных Штатов, они вот никак не могут понять реалии. И это, кстати, ускорило принятие мирного плана Трампа по Украине, потому что Соединенные Штаты должны отвечать другим вызовам, более серьезным вызовам. Это вызовы, идущие с Южного Востока. Это Китай, вот, и другие места, где, вот, где американское присутствие, ну,
все меньше и меньше становится. Поэтому сейчас я повторю, что украинские события плюс, вернее, украинские события, мирное их разрешение, они стали результатом вот тех реалий, которые исходят из многополярного мира, который все больше и больше ощутимее становится для Соединенных Штатов. Она должна рассредоточить свои военные силы, переместив из Европы в другие регионы. Вы говорите о мире уже как будто бы как о реальности. Ну, во всяком случае, это необходимость, потому что они понимают, что действие российской армии на Украине, оно идет в пользу России, то есть идет продвижение, и достаточно последовательно Украина все меньше и меньше становится территориально. Вот. Поэтому, если так судить, то, естественно, это невыгодно получается. Хоть показать на мире, что мы лидеры в этом, то есть вот в мирных процессах показать, что мы здесь тоже лидеры, и взять вот первенство, пальму первенства именно этим, войной оно не получилось. И это понимают в Соединенных Штатах, то есть войной выиграть сегодня Россию не получается, поэтому выйти из этой игры победителем можно вот этими планами, мирными планами. Да, большое спасибо, Беслан Астамурович, что пришли и ответили на наш вопрос. К другим темам. Вокруг Венесуэлы продолжает возрастать напряженность из-за возможных военных действий США. Авиакомпании стали отменять рейсы в республику, а Белый дом готовится объявить террористической организацией картель, главой которого в Штатах называют президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соединенные Штаты готовы начать новую фазу операции в Венесуэле в ближайшие дни, сообщили 4 американских чиновника. Точные сроки и масштабы новых операций пока не установлены, как и то, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение действовать. 2 американских чиновника заявили, что тайные операции, вероятно, станут первым этапом новых действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 2 американских чиновника сообщили, что среди рассматриваемых вариантов попытка свержения Мадуро, находящегося у власти с 2013 года. Наращивание военной мощи в Карибском бассейне продолжается уже несколько месяцев, и Трамп санкционировал тайные операции ЦРУ в Венесуэле. Планируется, что США объявят картель де лос Солис иностранной террористической организацией в связи с его предполагаемой ролью в импорте наркотиков. При этом администрация Трампа называет Мадуро главой картеля. Президент Бразилии Луис Инасио Лула де Силва заявил журналистам по завершении саммита Большой Двадцатки, что он планирует связаться с Трампом, чтобы выразить обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия США вблизи Венесуэлы и предупредить, что эти действия могут дестабилизировать Южную Америку. С другой стороны, многие политики внутри самой Америки уверены, такая активность Трампа в Карибском бассейне идет вразрез с теми лозунгами, с которыми он пришел к власти, что может стать причиной серьезных внутренних противоречий. Так, сенатор Рэнд Пол предупредил, что сосредоточенность Трампа на Венесуэле может привести к расколу среди тех, кого привлекло его предвыборное обещание избегать войн за рубежом. Республиканец из Кентукки заявил, например, что вторжение в Венесуэлу, как и возобновление субсидий Украине, может привести к, цитата, расколу и раздроблению движения, которое поддерживало президента. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.